Ну все, доброе утро. Проснулся. Все, теперь собираться ехать. Настроение хорошее. Боевое. Нормально теперь. Блин, колесо еще спустило. Надеюсь, не прокол. Все, погнали. Вот здесь поля начались. Просторы. Еще километров 70 мне до подъема ехать. До перевала. Сейчас девушка на джипе меня подвезти хотела, но я отказался. Высота 3000 метров сейчас. Перевал я посмотрел, заключительный который. Высота 3800 где-то. Такой же примерно. Но у меня сейчас будет плавный подъем. В принципе, это сейчас все подъем идет. Высота 3400 примерно сейчас. Зря в городки не поел. Сейчас здесь вообще глухомань, ничего нет. Кушать и хочу уже. Вот за этим хребтом, по сути, там уже спуск. Спуск в пустыню. С этой стороны Алашань, потом дальше Гоби.
ветер такой постоянно меняется. То попутный, то встречный, то боковой. Плохо без подножки. Сейчас высота примерно 3600. Да, когда интенсивно вкручиваешь, прям сердце чувствует, как работает. Иногда покалывает даже. Надо аккуратно здесь, спокойно ехать, не спешить. Такой лед классный. Здесь источники серные. Я думаю, что запах такой? Вон бьются там, он там здоровый. Но она, наверное, не питьевая. Была бы питьевая, здесь бы что-нибудь соорудили бы, наверное. Вон течет железо. Вода, железа много в воде. Цвет такой оранжевый. Блин, и не подойти туда. Последние деньки так в горах. Наньшане, Тибет. Можно считать, что это одно все, Наньшань, Тибетскому Нагорью, по сути. Вот дальше будет равнина, пустыня. Потом отроги Тяньшаня возле Хами. Небольшие. Потом их пересеку и снова пустыня. Монголия, там монгольский Алтай. Вот здесь замечательно в кораблике играть, как в детстве. Кусок пенопласта закинуть и ходить смотреть, кто быстрее. Не с кем только играть уже. Кораблики, да и возраст уже не тот.
3700 высота сейчас. И это не перевал, при том, что... Высота 3720. Чуть ниже перевала последнего. Что-то прям тяжело вкручивается. Прям в голову ударяет даже. Подъем тяжкий. Фух, рывками по 100 метров проезжаю сейчас. Еще голодный. Швалов. Ну так фигня. Зато виды какие. Все, высота 3767, перевальчик этот. Теперь вниз по опять к долине, до ближайшего селения где-то километров 15. Сюда горло болит еще. Это, оказывается, был водораздельный перевал, хребетик вот этот на высокогорье. А я даже не думал, что это перевал такой. Не обратил внимания на карте. Сейчас вниз, вниз, а потом направо после селения и наверх. Но там перевал такого серьезного не будет, перевала без серпантинов. Радует. Снег он приносит. Непогоду. Здесь так много этих сусликов, шакалов. Ой, шакалов, говорю. Сусликов, сурков. Вон, вся степь перерыта ими. А хищников следа нет даже. Ни шакалов, ни волков, только пернатые летают. Видимо, всех перебили здесь, я не знаю. Я ни разу шакала, сколько уехал по Тибетскому Нагорью, ни разу шакалов даже не слышал. Помнится, я, хотя они по идее здесь должны быть, помнится, по Кавказу ездил, только так слышно было шакалов. На закате солнце садится и давай выйти. Страшно воет. Но они не трогают человека. Сколько раз лежал. Поначалу страшно было, а потом
А здесь, видимо, всех извели уже. Всех истребили. Ну, они есть, наверное, где-то в труднодоступных местах живут. Здесь скот пасут просто. Вот, видимо, всех перестреляли. О, вон уже селение видно. Под горой там. Еще километров 5. Да даже барашки спокойно пролазят. Иногда люди так себя вести не умеют. И что, встали там, застряли, что ли? Так хочется помочь им всем. Пиндаля дать. Вот снова наглядный пример. Где не пасется скот и где пасется. Тут все съедено, здесь нормально. Но, скорее всего, здесь это поле просто отдыхает сейчас. Потом все они будут там пастись, а это будет отдыхать. Так. Ох, неужели городов? Если я есть хочу, 80 километров еще не было, как выехал. Ни магазина, ничего. Даже глаза выпучиваются. Обалдеть. Вон там древняя крепость стоит, как раз выход из ущелья. И вот тут караваны отсюда тоже шли, вот по тому ущелью и уже сливались с главным караванным путем. Сейчас поближе подъеду, посмотрю. Блин, офигенно, вот это я люблю крепости. Вот здесь музей. Музей Ебао, древнего города. Сейчас узнаем, закрыто. Не сезон. Что тут ради меня работать? Вот стены. Ну, видимо, сюда вход закрыт сейчас. Не пройти. Да, я уже представляю, как сюда кочевники приходили, осаду крепости. Осаждали крепость. Да. Луки здесь. Вход шли. Здорово. Степняки здесь по-любому частые гости были.
Все закрыто. О, конечно. От запаха аж самого уже клинит. Балдюшек взял еще. Вот, кстати, блюдо такое. Не лапша, а такие клёцки, типа как в хинкале дагестанском, хинкал, или бешпермак казахский. Все-таки чувствуется здесь в Тибете, Наньшане влияние степняков. Уже по блюдам это очень хорошо видно, можно сказать, о народе. От кого взяли, преемственность. Степняки здесь часто гуляли. Ох, поел, хорошо как. А сейчас ночлег искать. Какую-то гостинку. Сейчас еще все равно холодно. Скоро спущусь вниз, там уже в палатке можно будет ночевать. Сейчас я в палатке не хочу ночевать. Все, нашел место возле дороги. За 50 юаней торговаться у меня сил не было. Сейчас он попросил благовония, чтобы это запах курева развеять. А то китайцы любят в кровати курить. Тут просто ужасный запах в бомжатнике каком-то. Тут благовоние сейчас кайф будет. Все, отдыхать я вообще просто на нулях у меня. Все, доброе утро. Проснулся, собираюсь. И еду в горочку. Ух, их снега-то навалило, а? Всю ночь снег. Все склоны в снегу. От неба не отличишь. Вот посмотрим, какой контраст будет, когда я спущусь с высокогорья. Вот, тибетцев. Прощаюсь с тибетцами, наверное, заключительный раз их вижу, потом спущусь, там их уже не будет. Все, калежу. Не понимают они калежу, у них, видимо, другой чуть-чуть язык. Ладно, ехать дальше. Сейчас поел, перекусил. И наверх. Ветер встречный пошел. Да, я представляю, сколько в этом ущелье проходило армий, войн, отрядов конных, прям. Сколько всего, наверное, здесь можно найти археологов, если порыться нормально. Монет разнообразных. Гололед начался.
Все, подняться не может. Мне главное тоже не останавливаться. Медленно еду. Сейчас намело нормально, аж у меня заднее колесо прокручивается. Ладно, на подъем, на спуск по такой дороге вот тяжело будет. Тут еще все ездят без шипов. Медленно, аккуратно. Все, встали. Да уйди ты, блядь. Вообще тут гололед просто стоять нереально. Ну все, я встал, стартануть не могу теперь. Да, жесть, да. Ну вот, друзья, перевал, заключительный перевал тибетский, 3685 метров. Можно сказать, что горная эпопея тибетская подошла к концу. Но еще, конечно, спуск сейчас будет веселый у меня. Вот так вот, ребята. Вот так. Теперь спуск, длинный спуск, еще и опасный. Тибет легко не хочет отпускать. Но мне нравится, наоборот, когда вот такие трудности. Я люблю трудности. О! Там колейка уже встала. Все цепи напялили. Ну дай бог, что все нормально, все нормально спустились. А я уже экипировался, сейчас бахилы одеть и все. Ну все, с Богом. Экипировался, спускаемся. Нормально, идем. Здесь уже получше, чуть пониже.
Володе дорога открыта. И хорошо, что я себе эти бахилы сделал. Все вниз по ущелью вниз. А-ла-ла-ла-ла. Ментально замерзает. Это, кстати, один из самых северных склонов Тибетского Нагорья. И довольно-таки холодный. Но еще спускаться и спускаться. Хребет как спина дракона, прям красиво. Высота сейчас где-то 3000 метров, но все так же холодно. Чутка потеплее, но около нуля все. -1 может. Во, каменные ворота, обожаю такие. Ну и с буддизмом я тоже прощаюсь. В пустыне его уже, наверное, не будет. Все, уже ниже 3000 спустился. Ну, на пару градусов теплее стало. Кстати, это провинция Ганьсу уже, снова Ганьсу. С Сунхая я выехал, вот на перевал как раз была граница. Теперь почти до Хами это будет провинция Ганьсу. Вон какой-то национальный парк. Вот и камера сейчас меня шел. Высота 2800, дорога выходит из ущелья. Все, прощаюсь со скалами, со снегом. Выезжаем на поляну. Вообще рельеф бомбический, такой интересный. Нигде такого не видел. Мне напоминает, как Киргизия, когда с перевала едешь на Бишкек, тоже такой спуск, и потом долина открывается. Или с Кавказ, Даянское ущелье, тоже вылетаешь на Владикавказ. Да много можно сравнивать. Притом так резко заканчивается вот ущелье. Я вообще поражен просто.
какое-то счастье от того. Я не знаю. Глобальные события. Гор больше не будет пока. Вот и деревья тут начались. Елочки. Пока-пока, горы. Счастливо, Тибет. Хоть слезу пускай. Вот она, равнина началась. Но здесь, можно сказать, еще высокогорная равнина. И она будет плавно-плавно спускаться. Еще километров 100 мне ехать до Джанье, то есть спускаться вниз. Сейчас высота еще 600, наверное. Еще высокогорный можно назвать. Смотрите, какой простор. Вот еще отроги маленькие сейчас. Обалдеть. Понимаешь, вот в каких местах как раз контраст, когда вот скал, гор и таких пространств. Насколько прекрасна наша планета. К сожалению, как часто мы это забываем. Ругаемся, спорим, пускаем. Из-за чего? Для чего вообще? Это муравьиное человечество. Как надо заряжаться энергией природы. О, мой конь! Спасибо тебе, красавец. Но еще впереди дорога, теперь новый этап. Монгольская граница. Все, пошли поселения уже. Что-то веселые облака, смотрю, приходят. Такой снежок накрапывает. Вот это я люблю. Ну, пошел снежок такой мокрый, падает, сразу тает. Тут уже тепло почти. Вон испарения идут сразу с асфальта. Такое ощущение, как будто я где-то в Оренбургской области еду. Когда я был в Оренбургской области, тоже погода была неважная. Веселая, точнее. Дорога вообще кайф, такой плавный спуск, я его заслужил. Хоть и ветер холодный в лицо, но... Не, это Яльчикский район, я вспомнил, вот, на Яльчикский район похож. Сейчас какой-нибудь батыр выйдет, чувашский. Что-то переднее колесо подспускает чуть-чуть. Это подкачивает малеха. Дырка. Камеру надо клеить, видимо, дырку искать. Ну не сейчас.
Все, высота 2500. Снег все валит, хлопья полетели. Уже намочился. Высота 2000 метров. Снег закончился наконец-то. Вот, температура сейчас где-то 5 градусов примерно. Нормально, едем, спускаемся дальше. Я поверил. А горца уже не видно. Погода плохая, тем более. Вот сколько теплиц. Ну, наверное, впервые за почти месяц я спустился на высоту ниже 2000 метров. Сейчас высота 1900 примерно. Уже тепло здесь, почти до 10 градусов доходит. Где-то 9 градусов показывает. 9-8. Уже надо раздеваться чуть-чуть. Вот так вот из зимы в весну распускается здесь все, почки. Уже в куртке жарко мне слегка. Уже температура уже где-то 11 градусов. Обалдеть, контраст просто. Ну что? Пахнет пустыней уже, да? Ландшафт уже пустынный пошел, огороды закончились, плодородные, предгорные. Здесь уже степь такая, не пустыня, а степь пока идет. До горизонта прям. Да, как все быстро меняется, вот уже степь. А потом вообще будет пустыня уже. Высота 1500 метров. Сейчас проехал уже 110 километров. До города Джанье осталось 15 километров. Сегодня я его хочу проехать. Время еще есть. Проехать и уже на ночлег. Все, снял штаны. Уже вообще тепло. Температура уже выше 10, уже 11. Высота 1400 где-то. Высота упала до 1500 и замерла, по сути. Уже ровная местность пошла, то есть без ската, без спуска. Ну вот, еще дождик начался. Как вовремя, чуть-чуть до города не доехал. Так, надо ночлег искать сейчас.
в огороды какие-то заехал, блин, грязь мить тут только таскаю. Как закон подлости всегда. Когда нужно, найти не можешь. Когда не нужно, дофига всего. Ну вот, расположился. Наконец-то в палаточке родной. Отдохну нормально, высплюсь. Надеюсь. Уже весь в грязи вымазался. Все, теперь надо входить в ритм. Дохамить 900 километров. 900 километров. В горах все равно не получается ритм. Ритм рваный получается. Вот. Сейчас надо ритм ловить. И молиться, чтобы был ветер попутный. Или просто чтобы не мешал. Сейчас он северный ветер. Завтра, надеюсь, нормально будет погода. Ладно, спать, отдыхать.